До окончания голосования за объекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды остаются считанные дни. Напомним, 30 мая – последний день, когда гражданам можно будет отдать свой голос за выбранный дизайн-проект. В этом году голосование впервые проходит в исключительно дистанционном формате, и это вызывает у населения немало вопросов. О том, как их решают в Ухте, расскажет Виктория Науменко. В этом году все 4 предложенные для благоустройства территории Ухты в пригороде. И все одинаково нуждаются в усовершенствовании. Так, в поселке Сидью территория возле местного дома культуры – единственное общественное место отдыха и прогулок для местных жителей. Здесь расположен памятный знак, силами проекта «Народный бюджет» установлена детская площадка, осталось основное – обновить покрытие. Конечно, обязательно надо благоустроить, потому что взрослые, дети, пожилые люди. У нас один очаг культуры, вот, пожалуйста, больше у нас некуда сходить. Не меньше ждут преображения территории в Шудаяге по улице Тимирязева. Этой площадке в центре поселка можно вернуть былую популярность при должном благоустройстве. Вот территория в плачевном состоянии, сами видите. Раньше там стоял клуб, жизнь кипела, вокруг здесь мероприятия, праздники, проводы зимы. Ну, вот сейчас сами видите как. Также нету освещения тут. Ну, понятно, в темное время суток здесь темно, лавочки бы. Помню, конечно, здесь я 16 лет, и вот здесь у нас всегда проходили всякие мероприятия, и вот теперь такое плачевное состояние. Здесь, конечно, нужно заасфальтировать все и благоустроить, урны поставить, да все, чтобы был красив. Еще с прошлого года ухтинцы мечтают и о благоустройстве смотровой площадки возле символа города, профиля Ильича в микрорайоне Ветлосян. Я не приезжаю сюда особо, почему? Потому что оно не обустроено. То есть, оно не очень красиво выглядит. Вот это, сами все видите. Как. Можно было облагородить, там, я не знаю, беседочки поставить какие-то для молодежи, чтобы отдохнули. Здесь же летом, например, очень много народу собирается. Ждут обновления и тротуары по улице Космонавта в поселке Ярига. Все предложенные территории уже выбирали с учетом пожеланий местных жителей, а потому без внимания их не оставят в любом случае. Однако за какие возьмутся в первую очередь, то есть в следующем году, решает именно народное голосование. А с ним в этом году из-за электронного формата у многих возникают вопросы, решить которые помогают волонтеры, которые несут вахту на общественных территориях и в МФЦ. Сильно не приставать, объяснить все, самое главное объяснить все подробно и понятно, чтобы человек понял вообще, что ему нужно сделать. Эти добровольцы помогают гражданам проголосовать с помощью стационарного компьютера в офисах МФЦ или через установленное на планшетах приложение. Гаджеты у них всегда под рукой. У нас 2 дизайн-проекта с парковкой. Вот такая примерно планировка. Так вот, и теперь еще растут. Я просто видела без очков. Так. Здесь еще клумбы есть. Вот давайте лучше с клумбами. У граждан, которые самостоятельно голосуют не через приложение, которое, к слову, доступно только зарегистрированным волонтерам, небольшие сложности все же возникают. Но решаемые, рассказывает заведующая библиотекой поселка Ярига. Здесь проходят курсы компьютерной грамотности для пожилых людей, и тему голосования в рамках комфортной среды обсуждают часто. Бывает, что да, перегруженность сайта пишет, нужно снова выйти, зайти. Бывает, например, у меня была сделана неполная регистрация, пишет, вы не зарегистрирован, вас нет. То есть бывают какие-то ошибки при заполнении профиля своего в госуслугах. И в этом случае не дает полной регистрации. Но госуслуги не единственный вариант подтверждения личности голосующего. Гораздо проще это сделать через звонок по телефону, который поступает при заполнении на сайте всего 5 полей – имя, фамилия, отчество, номер телефона и электронный адрес. Причем последнее – формальность. Проголосовать за объекты в рамках программы «Комфортная городская среда» можно даже без помощи волонтера. Это достаточно просто, и я сейчас это продемонстрирую. Итак, ваша фамилия. Так, сюда. Имя, отчество. Людмила Ивановна. Так. Почтового ящика, email-адреса у вас нет. Вот, в принципе, можно ввести сюда любой email-адрес вашего знакомого, друга, сына. Финальные шаги в этой простой схеме – поставить галочку согласия с обработкой персональных данных и ввести 4-значный код подтверждения. На ваш телефон поступит звоночек. Так, давайте посмотрим, какие у нас последние цифры. Последние цифры 4331. С этого номера у вас поступил звонок. Так, мы эти цифры сейчас вводим. Так, все. Нажимаем «Подтвердить». Все. Спасибо, что проголосовали. Видите?
Около 3500 ухтинцев уже проголосовали за объекты благоустройства на территории муниципалитета. Пока лидеры по количеству голосов — смотровая площадка вокруг профиля Ленина в микрорайоне Ветлосян и тротуары по улице Космонавтов на Яриге. Но все еще может измениться силами горожан. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.